Усвоить, закрепить и в дальнейшем применять в жизни. Информационная кампания «Зебра» – это авторский проект, который поможет воспитать в детях чувство самосохранения. Оно во многом и спасает на дорогах региона. Сегодня в 6-й школе Насыркорта при участии сотрудников ГИБДД прошла лекция. Итоги разъяснительной работы в репортаже Тамары Хашагульговой. Именно когда начинает загораться желтый светофор перед красным, им нужно завершить маневр. И если для вас уже горит зеленый, ни в коем случае не переходите проезжую часть. Вместо знакомых педагогов сотрудники ГИБДД. Записывать ничего не надо. Главное – внимательно слушать, отвечать на вопросы и делать правильные выводы. Лучше переходить с большим количеством людей. Это более безопасней. Им еще рано за руль, но о том, как вести себя на дороге, они уже знают. Замира Дзангиева на вопросы инспекторов ГИБДД отвечает без запинки. Еще бы, ведь все эти правила она не раз применяла на практике. Когда я была маленькой, и мы с дядей ехали в машину, он меня спрашивал разные вопросы, мне задавал касательно правил дорожного движения. И если я не знала, он начинал мне объяснять по дороге. Мы ехали, и разных знаки меня спрашивал, там я научилась с ним. Все по дороге. Как не стать виновником ДТП или жертвой аварии? Госавтоинспекторы не просто рассказывают, какие опасности детей подстерегают на дороге, а стараются привить практические навыки, необходимые для их безопасности. Информационная кампания «Зебра» – это проект Исмаила Ажигова, реализуемый совместно с сотрудниками ГИБДД. На его создание натолкнула неутешительная статистика ДТП с участием несовершеннолетних. Информационная кампания «Зебра», мой проект, направлен на создание условий для овладения школьниками навыком безопасного поведения на дорогах и также информирование автолюбителей в области нерегулированного пешеходного перехода. В нашей республике остро стоит проблема в том, что наши автолюбители не притормаживают перед нерегулированными пешеходными переходами, и также пешеходы переходят в неположенном месте. Проект пока что планируется организовать в 6 школах. Не просто объяснить на словах, но закрепить полученные знания на бумаге. Каждому участнику урока памятка в подарок. А в конце лекции еще и сертификат, заверяющий, что эти ребята знают правила ПДД лучше многих взрослых. Я живу далеко от школы, и поэтому мы ездим сюда в школу на автобусе. И когда мы слезаем с автобуса, мы ждем, пока он уедет. Включаю пешеходный переход, потом смотрю, чтобы все автомобили остановились, потом только перехожу дорогу. Нельзя отвлекать родителей, когда ты едешь в машине. Нужно переходить дорогу только присмотром взрослых. А когда нет светофора пешеходного и нету зебры нужно подождать, пока остановится машина. Не секрет, что пешеходы – самая незащищенная категория участников дорожного движения. По статистике, несовершеннолетние жертвами автокатастроф становятся не реже, чем взрослые. А с началом учебного года число ДТП с их участием увеличивается в несколько раз. В общем, статистика у нас 22 дорожно-транспортных происшествий, у нас 4 детей погибших и 18 раненых. Но большой процент у нас, к сожалению, раненых и погибших – это дети-пассажиры. У нас 4 погибших и 18 детей раненых. Поэтому проводим 7-минутки безопасности. И подобные проекты нам помогают, конечно, все больше и интереснее развивать в детях правила дорожного движения, чтобы они их использовали. И если же их взрослые родители или же домочадцы не соблюдают правила дорожного движения, они призывали их к порядку. Полученные знания ребята уже применяют на практике. Многих из них ждет самостоятельная дорога в школу и обратно. Еще одна часть проекта – установка макета учащегося рядом с учебным заведением. По задумке, при виде него водитель сбавит скорость, ведь дети на проезжей части в этом районе могут появиться неожиданно. Тамара Хашагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.